вы правильно сказали, знаете, Да. вот у Подгорной 98 метров, Подгорная тоже уйдет. Вот эта большая масса воды, кстати, она еще не дошла до Петропавловска. Да, не дошла. Она дойдет приблизительно когда? Ну вот она обычно проходит 9 дней. 9 дней. Да, То есть ну, у нас началось все 4-го, да, где-то? Да. 4-го плюс добавляем 9 дней. 13-е, это завтра-послезавтра, большой поток воды дойдет до Петропавловска. Здравствуйте, дорогие зрители. Хотел сказать насчет паводков. Ну, я недоволен, конечно, что так произошло. И его, возможно, можно было предотвратить. Даже если нельзя было, то можно заранее эвакуировать. Вот посмотрите следующий ролик, который я вам предоставлю. Там уже проанализировать 2017 год. Раньше тоже было же рекордное значение. И в этом году это еще больше. Самый рекорд в истории. Вот в этом году было уровень воды. И вот сейчас посмотрите на следующее видео. В 2017 году. Ну это подтопило как? Мы всегда, она не только в 17 году. В 17 году она просто прилично затопила. Что именно? Вот. Какие? Дачные эти самые. Массивы? Массивы. Какие? Первый, второй? Да их много, очень там несколько тысяч дачных участков. Вот кооперативы, они разделены на кооперативы. Да. Куча кооперативов. И на левом берегу, и на правом берегу. В основном на левом берегу То затапливается. есть левый берег всегда подтапливало, да? Да, левый берег. Левый берег, это, смотрите, это ты когда идешь по течению, левый берег, Да. или ты когда идешь против течения? Нет, только по По течению левый берег, да? Да. То есть в Петропавловске, вот эта большая масса воды, кстати, она еще не дошла до Петропавловска. Да, не дошла. Она дойдет приблизительно когда? Ну вот она обычно проходит 9 дней. 9 дней. Да, То есть у нас началось все 4-го, да, где-то? Да. 4-го плюс добавляем 9 дней. 13-е, это завтра-послезавтра, большой поток воды дойдет до Петропавловска. Да. И То есть вот этот пик, который вот вчера прошел, пик. А пик он пойдет позже. Вот, пик он придет через 9 дней после этого, самый пик. Да. Мы начало имеем в виду. Начало придет там завтра-послезавтра. Вот завтра-послезавтра, уважаемые жители Петропавловска, вот завтра-послезавтра начинается у вас половодье, да? Начало половодья. Пик придет через 9-10 дней. Может быть быстрее, потому что слишком большой поток, оно набегание будет быстрее, наверное. Ну, примерно через 9-10 дней у вас придет основной пик. И вот это самая рисковая зона, то есть рисковый период. В основном топит левую сторону, да? Да. По течению реки Есиль левая сторона. И вот основные садовые участки, да, по левой стороне, они будут подтоплены. Что еще? Ну там есть еще поселок Кожзавод идет по течению слева. Вот, потом дальше идет поселок Заречный. Это городские поселки. Они входят в черту города, в сам город. Это уже город, наверное, да, сейчас, да? Да. Ну и подгорная часть, она обычно не затапливается. Но в этом году уже очень такой большой уровень, так что кое-где могут и затопить и так. Подгорную часть, да? Подгорную часть, там если принимаются меры по повышению вот этой дамбы, отметки гребня, то, конечно, не затопит. А если так, значит, то может и затопить, если не принять меры. Ну, какие меры могут быть там? Ну, вот обычно только одни меры, там, значит, повышает уровень гребня, отметка гребня. Да. Метр досыпает, 2 метра досыпает, ну, там слишком много не насыпешь, потому что... Да, там формирование вала. Да. Ну, что-то мы упустили. А и вот сама конструкция Петропавловского гидроузла, хотел сказать. Значит, она тоже у нас очень... те же проектанты, Москва, значит, они тоже... Жука, вот этот институт, да? Да. Они, значит, только они попозже вот как-то проектировали, построили, чем Сергеевку. И вот... запроектировали его, значит, очень хитромудро и очень правильно. Да? Да, значит, сам шлюз, там 3 затвора там стоят, регулируемые. Это как шлюз-регулятор. Затворы там в литбе, это основание как бетонной плотины. И на него устанавливаются эти затворы. И вот в Межень там мы регулируем эти затворы, открываем. Межень это самый минимальный? Межень, да, минимальный. Уровень воды. При низких уровнях. Регулируем. А когда при паводке, значит, мы их полностью выдергиваем. Так. И выдергиваем не просто, когда захочется, а когда, значит, уровень, постепенно, когда начинает поднимать, уровень верхней бефи в нижнем бефе начинает повышаться. И вот, значит, она идет, в верхнем бефе немножко повышается, а в нижнем бефе очень много. И почти потом сравнивается, ну, не совсем сравнивается, где-то метр всего остается разница. Разница между ними. Да. Ну, и в этот момент, значит, что это дает? все 3 затвора открываем полностью. Сейчас я доскажу. Значит, открываем полностью, и тогда, значит, вода идет, сравнивается, уровень верхней бефи и уровень нижней бефи. В нижнем бефе немножко увеличивается, а, соответственно, в верхнем бефе уменьшается. И вот они уравнялись, и вода идет рекой. Значит, опять, значит, получается, эта сама полотна, она никаких препятствий не оказывает потоку. И кроме этого, еще идет, значит, там... Обводные, наверное. Вот объездная дорога идет, на Мамлютку выходит, из города Петропавловска. Да. Вот.
И вот там есть понижение, тоже сделан как естественный водообход. То есть сама дорога, она Не имеет преграда, да? отметку, значит, равно, значит, окружающей поверхности, естественной поверхности. И вот тогда, значит, вода потихоньку заходит, а там уже затворы подняли, и снизу вверх тоже заходит, и вот постепенно, значит, эту дорогу подтапливает, потом сантиметр перешел, 2 сантиметра и так далее. Потом уже где-то больше метра переходит как естественный водооход, вода, значит... Через Мамлютку основной поток уходит, да, получается? Не Мамлютка, а там есть дорога на город Тишин, на российскую, на Соколовку. Там, вот. То есть, если люди увидят, что идет перелив через дорогу, да, вот, которую вы сказали, Мамлютская дорога, да, на Да, Мамлютку, да, это то есть это норма, это было именно так запланировано, да, что уровень понизили дороги, чтобы через вот эта большая вода перешла вот на вот эти естественные, водообход. Да, водообход, да, был сделан. Да. Так, смотрите, хорошо, это хорошо, то есть это было изначально так запланировано. Возвращаемся. Дачные участки слева, подгорные. Вы еще упоминали тюрьму. Да, ну тюрьма. Тюрьма, значит, это в поселке Заречном. Ну, я тут связывался там, значит, ну, там идут эвакуационные работы, значит, этот Заречный полностью, по-моему, уже эвакуировали, да. Потому что это однозначно. В 2017 году там его полностью практически, значит, эвакуировали. Получается, заключенных тоже, да? Заключенных в 2017 году, значит, до последнего натяжали, а потом с первого этажа на выше, там, значит, и они отсиделись там. Вот, а где-то, ну, 2-3 дня там пришлось им на первый этаж не спускаться. Ужиматься, наверное, да? Там? Да. Вот это было, край угла там служебного помещения затоплено было. То есть в этом году это тоже будет обязательно, наверное? В этом году я так не знаю. Ну почему? Потому что 4 метра, ну, это аномально. Это рекорд побит. Информация есть, вроде как они тоже эвакуировали их. Куда они? Заключенных, да, здесь вот садоводческое общество прямо не... Ой-ой-ой. Если здесь 98 метров, ой, очень серьезно, там вообще нету такого перепада. Вот у этих садоводческих обществ, да, вот у этих... При малейших паводках уже начинает это. Вот, то есть вот это все, оно будет под ударом, да, не говорим про это. Здесь сейчас мы посмотрим, вот здесь единственный вот подгорный, да, вот, вы правильно сказали, знаете, вот у подгорной 98 метров, подгорная тоже уйдет. Нет, это по отметке уйдет, если ушла Если бы, дамбы... если бы не было дамбы. Да. Она объездная дорога, и жили люди. Ой, большой риск. Так, давайте вернемся к нашему. Ну, итого, здесь мы можем резюмировать по городу Петропавловск, то есть вами приведенный пример, аналогия 2017 года, и, скорее всего, оно будет повторяться, потому что я сомневаюсь, что с 2017 года что-то экстракардинально там приняли какие-то беспрецедентные меры по защите левого берега города Петропавловск. Поэтому там риски сохраняются. Конечно. Да, большие риски сохраняются, уважаемые жители, вот будьте готовы. И вернемся, пожалуйста, к Сергеевскому водохранилищу. Вы знаете, вот меня удивляет, ну, для меня это не норма. Когда идет вот такой подобный перелив воды, я вижу там рядом мост, и по нему ездят грузовики легковые. Что это? Это правильно так и было задумано? Значит, так Это и было, несет ли риски для самого... Так и было задумано, но в тот момент, это было начало 60-х годов проектирования. Ну. И таких нагрузок не было, таких автомобильных нагрузок таких не было. Значит, сейчас же идут... Ну тогда автомобили автопоезда. ГАЗ-52, ГАЗ-51, Да. это ну 5 тонн Еще максимум. 53-й не появился. Да, 53-й, это 5 тонн, да? Максимум Да, загруженные. что такое, там. А Этот мост был тоже построен тогда, да? Вместе с Конечно, плотиной? Да. Так, теперь, Конечно. сейчас по этому мосту ездят 40-тонники. Да. И это нормально? Еще и с прицепами. Там. Еще с прицепом, это нормально? Нет. Это нагрузки такой, как сказать, не положено вообще пропускать такое. Смотрите, если это для данного моста ненормально на Сергеевском водохранилище, оно может нести угрозу для тела плотины? Ну, конечно, может, в конце концов. Если там, значит, мост, если обрушение произойдет, не дай бог, то она об гребень плотины ударится. А я говорю, что это там не цельная плотина, просто гребешок идет такой, монолитный, железобетонный, а внутри камень просто. Внизу. Да, ниже. Гребень это вот куда вода падает и вот так Да, играет, да? да. Мост может обрушиться именно на этот гребень. Да. То есть повреждение там любого масштаба, оно будет последствия, да? Ну, не любого, но все равно там же они очень тяжелые, эти Т-образные блоки. Ну, вместе с тем же, если конструкция моста, какие-либо блоки, детали развалятся, они изменят траекторию воды, направление это воды. есть, конечно. И там вот этот баланс, который нынешний существует, он будет разрушен также? Гидро вот этот баланс. Ну, в любом случае, это, значит, ну, грозит разными ужасными Риски, да? последствиями. Большие риски. Наверное, сейчас мы можем сказать, что в Сергеевском водохранилище сейчас самый главный риск – это мост. Ну, мост это, во-первых, надо сейчас закрывать движение или полностью, или, значит, для легкого транспорта это оставить. Вот, а, значит, тяжелые, значит, мы там как-то в одно время возили, значит, каменную наброску туда, значит, на Шарык и так далее. Там. Мы переезжали реку Ишим из Петропавловска через этот, не через Сергеевский мост, а в Покровке там, автодорожный мост большой, значит, хороший мост. Там отремонтировано и все, значит, устойчиво. И мы через нее перевозили на правый берег Ишима. А потом уже дальше на Сергеевский гидроузел и дальше на Шарыцкий гидроузел камень возили. Это